Ну что ж, всем привет! Всем здрасте! Мы снова в высокогорном селении Феогдон, но мы снимать будем про другое селение, да? Да, мы же сегодня собираемся в Лац. Да. Да. А вот мне просто интересно, зачем тебе кепка, еще и папаха? Надо как-то один головной убор делать. Так это же не простая папаха, волшебная. Волшебная. Прям как в фильме, который, Да. кстати, снимали, по-моему, в этом же селе, да? Да. Ага. Кстати, да, Да. Георгий, как бы тебе доказать, что это волшебная папаха? Я даже не знаю. И это я тебе докажу, что это волшебная папаха. Не веришь? Нет. Вот магазин. Пойдем. Пойдем. Идем. Так. Чтобы реализовать свою задумку, Георгий выбрал случайный магазинчик на обочине. Интересно, что же он там придумает? Здравствуйте. Здравствуйте. Я банкую. Барышня, кофе И чай. и чай Кофе какой? любой. Что еще желаешь? Выбирай все, что хочешь. Давай. всё? Все, что хочешь. Мне, пожалуйста, мед. О, мед, Соленья бери. соленья, Так, бери. беру. Чай бери. Чай. Чай. И А это тебе зачем? это на обед. Ну, 1300. еще вон оттуда что-нибудь положите мне. И то, и это, и это. Ага. Спасибо. Ага. Итого. 1800. Папаха ты моя папаха, овчинная папаха. 1800. Расплатись. Я? У меня же только карта. Я сейчас до машины схожу, принесу. Сейчас, девушка, подождите минуточку. Девушка, подождите. Девушка, Георг! Георг, какая наличка? Да скажи, потом заплатим. Когда потом? Когда-нибудь. Нам же все равно обратно возвращаться по этой дороге. Давай. От твоих нелепых слов даже собака в шоке. Взгляните, она решила замолчать. Одно ей не нравится, второе ей не нравится. Я же Платить тебе она не говорила, хочет. что папаха не волшебная. Оплати, вот сам оплати. Ах так? Да. Папаха ты моя папаха, овчинная папаха. Сделай так, чтобы с ней, чтобы ее украли. Вот. Георгий, чтобы меня похитить, им придется приложить немало усилий. Для начала записаться хотя бы в зал и накачать мышцы. Так, но хватит шуток. Мы проезжаем село Феогдон, которое в последние годы стало настоящим магнитом для туристов, и двигаемся вверх по левой стороне дороги, преодолевая ухабы. И вот мы в селении Лац. Словно небольшой островок парит над глубоким оврагом, по дну которого бежит говорливая речушка Ахсаудон. Она вырывается прямо из чащи горного леса, питая эту древнюю землю. Стоит взглянуть на строгие силуэты башен, как привычное ощущение времени растворяется. Здесь царит вечность. Каждый камень этих древних стен – это страница, вырванная из книги бытия. Они помнят все. И если бы камни могли говорить, они поведали бы нам историю о людях, чей век давно ушел, но чей дух навсегда остался вплетен в эти стены. Как вы можете видеть, сегодня погода не располагает к летним прогулкам, но в этом есть своя прелесть. Каждая улочка манит к изучению, и первым, что бросается в глаза, это дом знаменитого уроженца Иосифа Асламбека Георгиевича Тевиева, генерал-майор,
Участник 3 войн, награжденный множеством орденов и медалей, он изначально получил гражданское образование, но его мечта о военной карьере определила судьбу крестьянского парня из горного села Лац. Родившись в августе 1855 года, в 22 года он поступил в пехотный полк и получил первое офицерское звание, проявив себя в русско-турецкой войне. По инициативе Тебиева в 1907 году в родном Лаце была открыта первая церковно-приходская школа, построенная на его личные сбережения. Таким образом, Асланбек Тебиев не только оставил след в истории как воин, но и как патриот и гуманист, подарив родному селу образовательное учреждение, которое стало важной частью его наследия. Здесь каждый камень помнит больше, чем написано в книгах. Лац – это один из древнейших оплотов Куртатинского ущелья. Предание гласит, что его основал грек по имени Лац, но археология говорит о еще более ранних временах. Находки погребений в каменных ящиках уводят нас в раннее Средневековье. В постмонгольский период Лац был не просто селом, а самостоятельной гражданской общиной. Но самое поразительное – это его облик. Здесь время перемешало все. Современные дома стоят бок о бок с руинами, которым сотни лет. Это настоящий лабиринт истории. Основу планировки составляли укрепленные жилища, а всего на территории комплекса было 7 башен. Сегодня здесь живет около 16 семей, но в конце 19 века по переписи 1886 года население аула составляло 594 человека. Это история о былом величии и тихой, но гордой жизни сегодня. Ну, Георгий, что ты все время бурчишь, да бурчишь? Я не Ну понимаю. как можно вот в такую погоду, вот собаку хороший хозяин не выгонит из дому, а тебе съемки, у нас план. Ты знаешь, для передачи Грязно, нет замшевая плохой обувь моя. погоды. Походу, Алина, мы попали в село Призрак. Так, Мы уже рыщем здесь битый час и ни одного человека еще не встретили. да. А давай, Я не встретил, по крайней мере, ни одного человека. ну, я тоже, Георгий, но я придумала. Раз нас никто не ждет, давай сами зайдем в гости. Здесь же вот, видишь, все открыто, в любой дом можно зайти. А это идея. Такого формата передачи у нас еще не было. Ну, давай. Так, ну давай тогда вот сразу вот ближайший же дом. А ты заметил, что здесь все какие-то маленькие дома? Здесь даже двери маленькие. Мы не раз говорили в своих Что? передачах, почему это раньше так строили. Во-первых, чтобы тепло не уходило из домов. Ну вот, кстати, наглядный пример. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Маленькое окно. Да, но не Ну. забудь, мы обыгрываем, что нас встречают. А, да? Ну давай стучись тогда. Вот навес какой интересный. Очень Так, интересный. давай сделаем вид, что нас ждут. Давай. Спроси, есть кто дома, как обычно. Mideme рахижут. А, Ой, салам. здравствуйте. Куда ж тут, куда? Ой, извините, что мы вам мешаем. Так, Кстати, вы обратили внимание на замок? Предположительно, этому замку, ну, лет 300 точно. да, я обратила внимание на низкий этот. Как Да не называется? низкие, нормальные потолки, что ты? Ну, если я встану в полный рост, я не помещаюсь. Мне Так, надо повесим, Я не повесим помещаюсь. его Я тебе обратно. говорю, не помещаюсь. Это маленький дом для таких, как ты. Давай Да. зайдем, посмотрим, что Идем, внутри. идем. Ой, какая здесь открывашка. Да это не открывашка, А это что? засов, внутренний засов. Он работает вот так. Открываешь или закрываешь, открываешь, закрываешь, открываешь. Мы стоим в чужом заброшенном доме. О прежних хозяевах напоминают лишь голые стены, и нам остается лишь гадать об их судьбах. Но давайте на минуту представим. Вот здесь, на этой самой кухне, кипела жизнь. Здесь строили семьи, растили детей, обсуждали последние новости села. Судя по скромным размерам, всего одна комната и кухня. Жизнь была непростой. Но именно в этих тесных стенах сплетались воедино самые главные человеческие истории. Мечты и заботы, радости и горести. И этот сплав человеческих эмоций оставил след гораздо более глубокий, чем любая надпись на камне. Скорее всего, в
встроенная печь была, которую сейчас поменяли уже на металлическую. Так и хочется представить весь семейный быт, когда хозяин дома сидит возле печи, в тепле. Вот. А Так. женщина, держи, гладит. В твоем представлении женщина должна непременно что-то делать, работать, но ни в коем случае не отдыхать, да? Тебе для так чего, кажется? Для чего еще женщина нужна? Ну, как раз-таки вот подшаманить дом должен мужчина. Так дом подшаманенный. Крыша есть, не капает. Все, Да? работай. Ну, и я пошла. До свидания. Да подожди. Нет, я обиделась. Архитектурный комплекс села представляет собой уникальный объект культурного наследия федерального значения. Здесь можно встретить галуан, несколько ганахов и величественные оборонительные башни, принадлежащие родам Тебиевых, Комаевых, Хадиковых и Дулаевых, поднимающиеся до 10 метров в высоту. На территории комплекса также расположены жилые дома, святилища, а также подземные, наземные, полуподземные склепы, могильник, памятные стелы и столбы сырты добавляют этому месту особую атмосферу. Но давайте не будем спешить и рассмотрим все это по порядку. Ты обратила внимание на этот проем? Ну, это опять-таки, наверное, дверь для маленьких людей. Да нет, скорее А всего, здесь со временем уже появилась насыпь. Ага. Скорее всего, это окно. Ну, вполне возможно. А вообще, если тоже присмотреться, посмотреть, здесь самый такой длинный камень над проемом, Да, да? перемычка называется. Ага, перемычка. А смотри на эти окна. Угу. Их раньше закрывали вот так. Ну что ж, пойдем дальше. История освоения Феогдонской котловины – это тайна, скрытая под вековыми наслоениями времени. Исследователи веками пытаются установить точные даты, когда предки современных жителей впервые обосновались в этих суровых, но прекрасных краях. Среди претендентов на звание древнейших – селение Завриш, сакральный Лац и место Ахшинебаден, близ Бугултыкау. Однако история здесь молчалива. Отсутствие масштабных археологических изысканий оставляет множество вопросов без ответов. И именно эта недосказанность открывает дверь в будущее, суля новые открытия, которые прольют свет на богатейшее наследие и истинное значение этих мест для всей региональной истории. Георг, ты можешь передвигаться быстрее? Могу только в сухую погоду, где не грязная дорога хотя бы. Могла бы предупредить, чтобы я мог калоши взять или сапоги. в Вообще-то конце я не концов. знала, что погода такая переменчивая. Не может быть, ты назло опять это все сделала. Ну, Да видишь, иди я уже. зонтик взяла, подготовилась. И когда куда-то едешь, надо прогноз погоды смотреть, Да, посмотришь с тобой прогноз а не бурчать погоды. на меня. Ой. Но мне кажется, такие села и в такую погоду прекрасны. Да, Георг? Угу. Видь во всем все хорошее. Случайность или воля судьбы? На нашем пути возникает она, вот эта безмолвная каменная плита, хранящая секреты ушедших эпох. Пока Георгий ведет безмолвный диалог с этим осколком древности, мы не будем ему мешать. Давайте сначала доверимся его интуиции и послушаем его версию. Возможно, именно он первым услышит шепот камней. А затем мы присоединимся к этому разговору с нашим видением. Это, скорее всего, что-то для этого перемалывания, что ли, или что-то такое. Или, в конце концов, столешница от стола. Но так очень интересно в солнечную погоду здесь прилечь на солнышке. Даже. А это что такое? Я не знаю. Может, это в комплекте с камнем? Бонусом. Ну, Нет, что-то я знаю, интересное. что это. Я думаю, что это деталь от колеса. Даже? Точно. Скорее всего, это деталь от колеса. Молодец.
Пока вы пытаетесь разгадать эту тайну вместе с нами, мы поделимся фактом, от которого мурашки по коже. Этот камень покоится здесь не просто веками, а тысячелетиями. По некоторым оценкам, его возраст может достигать 4000 лет. Посмотрите на его плоскую поверхность. Она изрезана природой, создавая узор из чашевидных углублений. По легенде, когда-то он стоял в самом сердце селения, на Нахаши. Но для чего она служила? Историки до сих пор спорят. Одни утверждают, что плита – это алтарь для жертвоприношений, где в эти углубления собирали кровь во время таинственных обрядов. Другие верят, что это был древний инструмент правосудия. Старейшины бросали жребий, и от того, в какую ячейку он попадал, зависела судьба обвиняемого. Чашечные камни – это уникальное культурное явление, встречающееся по всему миру. Их относят к эпохе позднего палеолита и дольменной культуре. Какие секреты хранит именно вот этот валун, остается только догадываться. Но у Георгия есть еще одна версия. Камень это называют камнем великана, Уаиджидур. Есть такое мнение, что раньше возле этого камня собирались оракулы и прорицатели и гадали на этом камне, предсказывая исход очень важных событий, а также и будущее. А вот эти углубления, которые прочеканены здесь на камне, повторяют расположение некоторых созвездий на небе. Вот так вот. В такую погоду жизнь в селении Лац замирает. Кажется, само селение укрылось от непогоды, спрятав своих жителей в теплых домах. И эта тишина дает нам возможность услышать голос самого места. Лац расположен на возвышенности, и отсюда с высоты птичьего полета открывается захватывающий вид. Время здесь течет причудливо. Древние камни соседствуют с новыми постройками, которые появляются с удивительной быстротой, и каждая из них – это гимн индивидуальности и вкусу владельца. Но главная находка ждала меня за забором. Я случайно забрела на частную территорию. И знаете почему? Я увидела его! Горячий бассейн! В такую погоду это просто спасение. Если бы я была туристом, я бы ни на минуту не сомневалась, как провести вечер. Представьте, на улице холод и ветер, и вы расслабляетесь в теплой воде. Это доказывает простую истину. Даже в самую неприветливую погоду можно найти свою маленькую радость. Нужно просто посмотреть по сторонам, Георгий. Ой, какой здесь вид! Вау! Вот это да! Вау, не ожидала. Красиво. Ой, ну бассейн-то с подогревом. Ой, какая горячая вода, боже, как хорошо. Все, мне уже не хочется работать, хочется окунуться. Да, прям горячая-горячая. Ой, если бы не работа, я бы сейчас туда нырнула, честное слово. Это даже как-то романтично. Такой дождь, бассейн. Ой, боже мой. Романтика романтикой, но дело прежде всего. Пора возвращаться к реальности. Что делать в незнакомом селе? Задача. И тут Георгия осеняет. Решение оказывается на удивление простым и находится прямо у нас перед глазами. Это старый таксофон. Ой, наобщались мы, наговорились, людей Сил видимо-невидимо. Яблоку негде упасть, даже уединиться негде. Я предполагала, что такая ситуация может быть, Георгий. Предполагала она. Тогда бы ты сказала, если бы ты предполагала. Я уже весь намок, я устал, я голодный. И У меня идея. какая? Ты куда? Да не работает таксофон. Ха, работает, Да работает. ладно? Да? И куда ты звонишь? Алло, здравствуйте. Это готовая кухня? А, Я бы хотел у вас пироги заказать. молодец.
Но я больше всего люблю пироги с сыром. Так что давайте сделаем так. 2 пирога с сыром и 1 пирог с... Сахарачин с капустой. Можно еще и балчин, если у них балчин Больше есть. всего ты какой любишь? Балчин. 3 пирога с сыром. Я нахожусь в селении Лац. Что? Вы не знаете, где Лац находится? А что вы еще знаете? Может, вам еще геолокацию скинуть? Вот-вот. Не знает. Да, вот-вот. Ждем вас в селении Лац возле Таксофона. таксофона. Ага. Так побыстрее. Оплата? Наличка есть у тебя? Какая наличка? Нет у меня наличка. Мы еще в магазин должны деньги отдать. Оплата картой. Картой же скинешь. Да. Оплата точно картой, да. Угу. Все, ждем. Что бы ты без меня делала, а? Держала бы деньги на карте. Вот что. Теперь надо где-нибудь найти место, где надо подождать пироги. О, я вижу одно место хорошее. Ну что это за манера? Ну верни зонт. Я же должна намокнуть здесь, да, по-твоему, а? Мы продолжили путь. И вот то место, где небо становится ближе. Мы у святилища Хосаузвар. Здесь, в тишине, соседствует древняя часовня и скромный дом позапрошлого века. Между ними на небольшой площадке стоит стол, высеченный из горного сланца. Каждый год, 21 июля, здесь звучит эхо праздника Атынак. Люди собираются перед началом жатвы и сенокоса, чтобы принести жертву и попросить у небес благословения на труды до следующего года. Кстати, жаль, что мы пока никого не встретили, кто бы мог нам рассказать про данные места, но обнаружили святилище, очень интересно обустроенное. Ну, скорее всего, восстановленная. Здесь на каждом бетонном столбе камень, который вычеканен в виде чаши, и на каждом из этих столбов написано имя святого. Пойду дальше рассматривать. Понять Осетию значит услышать шепот ее святилищ. Звары — это не просто памятники старины, разбросанные по склонам гор. Это живые, дышащие центры астинского мира, где незримое становится явным. Каждое такое место — это портал, врата между землей и небом. Перед нами объект культурного наследия федерального значения. Но его истинная ценность измеряется не категориями из официальных документов. Для людей это живое место силы. И когда приходишь сюда, принято оставлять мшайнак, ритуальное подношение. В этом простом жесте заключена целая философия. Каждый, кто просит о помощи или благодарит за нее, оставляет здесь частичку своей души. Это не суеверие, а древний способ позаботиться о судьбе. На южной границе села Лац находятся два уникальных могильника, которые имеют статус объекта федерального значения. Эти памятники охватывают огромный исторический промежуток от раннего Средневековья до нового времени и представляют собой настоящий калейдоскоп погребальных традиций. В нижней части комплекса расположен склеповый некрополь. Здесь вы увидите более 10 полуподземных усыпальниц, выполненных по единому образцу, а также один примечательный двускатный склеп, возвышающийся на поверхности. Дополняют картину около десятка гробниц, каждая из которых хранит свой собственный след времени и отличается степенью сохранности. Это место не просто археологический объект, а настоящая летопись, высеченная в камне. Прогуливаясь среди древних склепов, можно почувствовать дыхание веков и задуматься о том, как менялись культура и обычаи людей, живущих на этой земле.
Это наследие, которое объединяет поколения и напоминает о неразрывной связи с прошлым. Ну и, конечно же, вечными спутниками наших путешествий по таким древним местам являются склепы, которые, к сожалению, уже или разрушены, или полуразрушены, погребая под собой очень много тайн и секретов. Например, до сих пор неизвестно, почему некоторые погребения в склепах были обнаружены в деревянных лодках. Бытует мнение, что после того, как человек умирает, он должен переплыть реку потустороннего света. Кстати, здесь можно разглядеть эту лодку. Попробуйте разгадать загадку, которая хранят эти древние склепы. Чей род нашел здесь свой последний приют? Задача не из легких, ведь время стерло многие имена. Но еще труднее почувствовать всю глубину трагедии, что разыгралась на этой земле. Историки и местные старожилы сходятся во мнении. Селение было опустошено страшными эпидемиями холеры и чумы. До сих пор в Лаце живет предание. Эти усыпальницы стали братской могилой для целого поселения, выкошенного болезнью. И когда стоишь среди молчаливых каменных стен, кажется, будто ветер доносит эхо той далекой беды. На территории некрополя встречается множество сыртов. Это небольшие надгробия, которые обычно изготавливали из простых сланцевых плит, лишь слегка обработанных человеком. Они придают месту особую, немного суровую атмосферу. Но история селения Лац уходит гораздо глубже в века. Археологи обнаружили здесь следы древней кубанской культуры эпохи бронзы. Находки говорят о том, что эти земли были заселены тысячи лет назад. А на окраине села сохранился еще один памятник прошлого – кладбище с захоронениями в каменных ящиках. Такие сооружения типичны для раннеаландских племен, что подтверждает, Лац был важным поселением и уже существовал в раннем Средневековье. К сожалению, и куртатинские, и лацкие могильники были разграблены еще в древности. Кладоискатели успели побывать здесь задолго до ученых. Но даже то, что удалось найти и сохранить для науки, стало настоящей гордостью отечественной археологии. Может быть, вот во двор глянуть через щель? А, да, точно, давай. Что-то я здесь никого не вижу. А ты? Я тоже никого не вижу. Ну, Георгий, сочувствую. Искренне причем. А вот на этом месте оживают древние сказания. Каждый камень здесь пропитан духом нартов. Здесь была поляна Нарта-Щимдефеш, где гремел их танец, Нарта-Куванфеш, где они возносили молитвы, но душа этого места – нартовский Нахаш. Это был не просто совет, это был священный круг мудрости. Под сенью облаков старшие мужчины вершили историю. Здесь звучали слова примирения и строгие приговоры суда. Здесь рождались великие решения. Они сидели на тронах, высеченных из самого гранита скал. Время стерло точное очертание рядов, но память хранит их число – 20, 11 и 3. Здесь раньше, говорят, висела табличка «Нахаш нартов». Это обусловлено было тем, что у каждого камня здесь есть свое имя, свое название. Например, этот камень Уружмага, старейшего из нартов. Есть камень Шердона, есть камень Шошлана. А вот этот камень почему-то называют волчьим камнем.
Хотя историю происхождения этого названия нам уже никто не мог сообщить. А вот тот камень, камень Батраза, говорят, что когда-то он ударил по этому камню своим мечом и рассек его. После долгих прогулок в одиночестве по древним улочкам мы, наконец, привлекли внимание. К нам подошел местный житель Чермен. Он с удовольствием поделился историей своего рода и села. Как оказалось, здесь, в селении Лац, веками жили и живут семьи Тебиевых, Хадиковых, Кольевых, Дулаевых, Кумаевых и другие. Настоящие хранители этих мест. Чермен с особым уважением вспомнил о заслугах Иосифа Тебиева, чей памятник установлен рядом с Нахашем. Он рассказал, что этот человек был по-настоящему знаковой фигурой для Лаца, и память о нем здесь хранят до сих пор. А еще Лац – это не просто история и древние камни, но и настоящая кинематографическая жемчужина. Именно здесь сняли две самые любимые комедии за всю историю осетинского кино, по моему мнению. Это «Сюрприз» и «Волшебную папаху». Гуляя по этим улочкам, так и хочется мысленно перенестись на съемочную площадку. Представьте, 1990 год. По этим же дорогам ходят осетинские актеры, в глазах которых искрится неподдельный юмор. Они не просто играли, они жили этими ролями, передавая на экране всю комичность, иронию и самобытность повседневной жизни горцев. А сейчас очень любопытное место. Алина, когда мы попадаем в такие места, у меня аж дух захватывает. Мы сейчас зайдем в дом, где снимали некоторые эпизоды фильма «Волшебная папаха». Ведь мы не зря начало передачи связали с этим прекрасным атрибутом. Конечно, мне тоже любопытно посмотреть этот дом. Так, поднимаемся вовнутрь. Что же мы видим внутри? Дом встречает нас прохладой и запахом сырости. Здесь давно не топили печь, не звучали голоса, поэтому он кажется немного холодноватым, без тепла повседневной жизни. Но стоит присмотреться, и прошлое оживает. Все пространство наполнено памятью о прежних хозяевах. Массивные комоды, старые кровати, вся немногочисленная мебель – это не просто предметы, а молчаливые свидетели ушедших эпох. Единственное, что от них осталось. Если бы кто-то решился вернуться, растопить эту старую печь, дом бы сразу ожил, согрелся бы душой и наполнился бы уютом. И, конечно, нельзя забывать, что у этого дома есть и вторая, кинематографическая жизнь. Он навсегда остался в истории как съемочная площадка, где создавалась осетинская комедия. Это удивительное сочетание. Место, где переплелись реальная история и магия кино. Конечно же, знаменитый балкон. Я предлагаю, Георгий, снять небольшой фрагментик из этого фильма. Когда ты что-то предлагаешь, у меня тахикардия начинается. Ну, извини, пожалуйста. Иди, сейчас, готовься, Георгий. Ничего я не буду снимать, ничего. Какая шапка хорошая. Не буду. Придумала опять что-то. Хоть горячий чай попью. Придумает вечно. Фильм
фильм. Тоже мне режиссер великий. Аркадий Райкин, блин. Нет, кто там режиссер был? Какая разница? Лишь бы она меня не увидела. Алина! Ну не подобает настоящему горцу, да и горянке тоже в том числе. Иди. Чао. Кстати, а прямо под балконом находится тот самый трактир, где снимали знаменитый отрывок, в котором абреки ели шашлык. Атмосфера здесь до сих пор какая-то кинематографическая. Ну что ж, отправляемся дальше. Наш путь лежит к другому дому, где снимали уже совсем другую историю – комедию «Сюрприз» в 1975 году. Этот фильм по праву считается классикой осетинского кино. Вот приехать в ЛАЦ и не зайти в этот дом, это было бы неправильно. Это да? точно. А помнишь тот момент, когда они сидели за столом, и их знаменитая песня «Урштала куэрдаша варфе биразеве мане багештон». Дождь не становится помехой. Гулять по селу все равно хочется. Здесь особая атмосфера, и даже непогода ее только подчеркивает. Особенно интересно наблюдать, как местные жители относятся к своему наследию. Они не просто восстанавливают родовые башни, а стараются вдохнуть в них новую жизнь. Алина, я обратил внимание на одну очень удивительную вещь. Мгм. В этом селе никто никогда не запирает двери. Ага, конечно. Давай проверим. Как? Куда ты идешь? Это частная территория. Пожалуйста. Да. Я думаю, они не будут против, если мы заглянем в закрома этого удивительного строения. Сейчас, если нас выгонят, будешь Да не ты выгонят. виноват. Ого, и тепло. Есть кто дома? Здравствуйте. Внутри нас встретила по-настоящему уютная обстановка. В доме было тепло и удивительно тихо. Как оказалось, хозяин дома на минуту вышел во двор, оставив нас наедине с этой атмосферой. Что же мы видим? Просторная комната, в центре которой стоит массивный стол, за которым легко поместится компания из 20 человек. Вокруг тяжелые основательные стулья и вся необходимая для большого застолья атрибутика. При этом интерьер оформлен в очень современном, сдержанном стиле лофт, но с явным остинским акцентом. А в особом уголке, рядом с иконой, можно на мгновение остановиться, замереть и обратиться мыслями к вечному. Это место располагает не только к веселому празднику, но и к тихой, личной беседе с самим собой. А почему здесь никого нет? Хочется почему-то шепотом разговаривать. Тебе бы не помешало везде, где я нахожусь, разговаривать шепотом. На противоположной стороне дома, прямо внутри башни, нас ждал настоящий сюрприз. Современная кухня, оформленная со всей необходимой техникой. Это было не просто место для готовки, а настоящее пространство для творчества, где современные удобства соседствуют с духом истории. Необычные детали интерьера и продуманное освещение создавали здесь особую уютную атмосферу. Ого! Это что? Это что, настоящая рака? О, это холодильник? Это что, Георг? Я не знаю, Алина, я тоже первый раз здесь. Посмотри, это внутри башни? Да. Это типа как кухня сделана, да? Смотри, туда наверх можно подняться, наверное, Ой, как смотровая. Я хочу туда наверх, подожди. Куда тебе еще наверх? Я поднимусь, а ты здесь вот разберись со всем этим делом. Да что мне разбираться? Обалдеть, как красиво. А как открывается вообще это? Не открывается. Откуда ты знаешь? Ой, я наверх, Георг. Стекло поднимается. Сейчас, представь, заходит хозяин дома, а мы тут хозяйничаем.
Не надо на стол накрыть, неудобно. Хозяин придет, а на столе ничего Вот и нету. разберись здесь. Вот ты Короче, как я раз на пока кухне. займусь Да. хозяйством. Арака есть, Ой. помидоры есть. Надо найти хлеб. Хлеб. Осторожнее. Да разберусь я здесь, не переживай. О. Так, хлеб, хлеб, хлеб. Где хлеб? Так, пойду там посмотрю. Так, я уже где-то, наверное, на 3-м этаже. Все поднимаюсь и поднимаюсь. Ну и почти дошла, я Как думаю. здесь здорово. Так. Интересно, сколько сюда помещается. Ну все. Здесь такой обзор на все селение. Вот нельзя нас запускать к себе в дом. Я же вот всегда говорю, что нельзя. Как мне здесь нравится. Ну ладно. Пойду вниз. Ой, как высоко. Сейчас она обязательно что-нибудь напортачит. Пойду посмотрю на нее. Ой! Где ты? Я наверху. Господи! Привет. Спускайся уже, а! А то как повисло надо мной, как злой рок. Очень приятно мне видеть то, что фамильные башни не то что заново отстраиваются, но и превращаются вот в такое место каких-то действий. То есть в данном случае мы видим здесь и кабис, и часть кухни, и это очень здорово. Вот так. Спустилась? Не будем злоупотреблять доверием хозяинов. Я бы еще посмотрела, ой, здесь что-нибудь. День грядущий уже почти заканчивается. Я предлагаю тоже завершить наши съемки. И как же мы будем завершать наши съемки? Извольте напомнить, мы заказывали 3 пирога. 3 пирога! Я же им сказал, что я их жду возле Ага. терминала. Да, не да. терминала. Беги, как он, беги. Как он называется? Таксофон. Таксофон. Вот и подошло к концу наше небольшое, но очень насыщенное путешествие по селению Лац. Мне хотелось бродить по его улочкам бесконечно, пока Георгий не исчез в каком-то известном только ему направлении. И знаете, что я поняла, блуждая среди древних башен и слушая тишину Нехаша? Хранить историю – это не просто наш долг, а настоящая привилегия. Ведь без этих камней, без этих легенд мы были бы как дерево без корней. Ой, постойте, кажется, Георгий что-то хотел еще сказать. Вообще в этом населенном пункте всего лишь несколько улиц. И раньше улицы так и назывались по фамилиям жильца. Вот эта улица, например, улица Хадиговых. Кстати, что это за шум-то, а? Я хочу домой! Я хочу домой! Не везите меня домой! Не хочу! Не везите, подождите! А папаха-то оказалась волшебной! Ты вся накатавшаяся такая. Серьезно? Мгм. Да ты чё?